kaçı bağlara Azır jürek çekerinden Kıyda kaçı dağlara Çıkağıday konuşa şehri Maşan yanımızı Vürükhari aburgayı Vatan yanımızı da Çıkağıday konuşa şehri Maşan yanımızı Vürükhari aburgayı Vatan yanımızı da Тема нашего классного часа «Очаг мой, Дагестан». С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, из того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается Родина? Родина – это самое великое, самое близкое и дорогое, что есть у человека. Немного повзрослев ребята, окончив школу, многие из вас уедут из нашего села. Кто учиться, кто служить в армию. И знакомясь с новыми людьми, спрашивают обычно: откуда ты родом? Откуда приехал? И вы с гордостью отвечаете: с Дагестана. А некоторые любопытные еще спрашивают: а с какого там района, с какого села? И вы опять-таки с гордостью отвечаете: Сулейман-Стальского района, из села Гериханово. Вы родились и растете в славном и прекрасном краю, в многонациональном Дагестане. И dünya dalsa vatan ala, verir dalazaz baha amiya. Katsu dağların mihi hava, amzi devlete yaşan Allah. Lezgi halk dizmani barışsa, lezgecilik haymani ziya. Namus hürmet, huy kürük era, avadan huray zilezgistan, zilezgistan, vunç damahya. Kakan dağlar, şalbu şahdağya, zilezgistan, vunç damahya. Kakan dağlar, шарбу шахдахия. Дагестан – это родина более 100 равноправных народов. Многие из них с древних времен жили и живут в Дагестане в мире и согласии. Народы Дагестана никогда не ссорились между собой и никогда никому не давали себя в обиду. Добрый друг находил в Дагестане мир и добро, а враг получал отпор дружных народов Дагестана. Сегодня Дагестан – самая многонациональная республика в составе Российской Федерации. В состав Республики Дагестан входят 41 сельских районов, 1639 селений, аулов и поселков и более крупных 10 городов. Махачкала, Каспийск, Жбербаш, Дербент, Буйнакс, Хасавюрт, Южно-Сухокумск, Махачкала, Дагестанские огни, Кизилюрт. Где находится твой Дагестан? Спросили у одного горца, у мудрого и остроумного, живущего высоко в горах и плодородных долинах. И он ответил: над и под крылом орла. Дагестан – это равноправная республика в Российской Федерации, у которых есть 3 сокровища. Первое сокровище – земля, горы и равнины. Второе
сокровище — реки, родники, озера и море. Третье сокровище – это человек, их мастерство и священник. Эти сокровища – 3 драгоценных пера на крыле Дагестана. Из этих драгоценностей 3 златокузнеца создали Дагестан. Безраздельный хозяин сокровищ – народ. Нефтяники, земледельцы, животноводы, ювелиры, каменщики, ученые, педагоги, врачи, поэты. Сокровища Дагестана – это земля. Бесценна для горцев их каменистая земля. Трудна была на ней жизнь. Чтобы вырастить на этих камнях что-нибудь, всю жизнь горец таскал нас на них землю корзинами, хурджунах, даже в попахах. Хорошо мне смотреть на мир, чувствуя ногами родную землю. Но земли Дагестана расширялись. Поле современного горца – это сады в горах, безбрежные пшеничные поля на равнине. Поле современного горца – это плодовые сады и ореховые рощи. Поле современного горца – это виноградные плантации. Не только шире, но и щедрее стала нынче земля Дагестана. Слава тем, кто воспеть по достоинству смог, и очаг, и родник, 2 великих начала. Трижды слава, кто сам хоть лучину зажег, у кого под лопатой вода зажурчала.
сокровища Дагестана – вода. Два путника остановились на окраине одного горного аула у родника. Напились, умылись, отдохнули, и, уходя, старший сказал: «Должно быть хороший народ в этом ауле, спасибо им». «А с чего ты это взял?» – спросил второй. Родник порядки в чистоте держат. Недаром в Дагестане говорят: очаг – это сердце дома, а родник – сердце аула. 4 серебряными поясами опоясан мой Дагестан, 4 реками Койсу. Как братья встречает их Сулак и Самур. А потом они, веселые, стремительные реки Дагестана, бегут к седому Каспию. Море, Каспий мой родной. Порой думается, а что было бы, если у ног Дагестана не плескалось, не шумело, не пело такое чудное море Каспий, но слышится говор моря. Когда-то здесь, на месте моря, была умирающая равнина. Однажды она увидела земные горы и от радости распахнула у их подножия своей синевой. Дах-дин-нурак, ват-навичин килихтис, авак-сала самур каспи-люкти, хважам-жам-дин-рангар ава, лепеда, самур-мават, машхуре унчи ülkeda. Samudere unzu çilin abure, samudere zihadin un sabure, samudere duştari hun mekwere, samudere şişeni un zikwere. Самур вацвас хуват гузвак амари, гюрчегевун кужахтавас тамарин, лезги халтин кужахтавун авазва, рикин нурхин самурвун зазаквазва. Шат кушарин нахмарин сес акагна, лепелек эрчхузовин алахна, Хай güzel, hay muhla vatanda, samur dire детехи зазунканда, хаив самур атанамун серхатри, канини витушниса косрихати, азатар ви вуна умуда, вуна лезги хаси хус агуда. Бою кает Каспий бетежный, объятиях своих небосвод, где город Бахача прибрежный, на белый похож пароход. Влюбляться не раз еще буду во многие я города, а спросит, встречая, откуда, а спросит, прощая, куда. Я гордо тогда не иначе, но в имя твое назову, о доблестный город Бахачи, ушедший по плечу в листву. Ночные туманы растаяв, росой покрывают причал, а если Махач Дахадаев из медного плена восстал? Он гордо расправил и плечи, увидел и город свету, и 40 портальных наречий его окружили в порту. Шазна имна, уват гузва, адвака
сокровища. В мире существуют города, государства со своим управлением, со своей независимостью. В Дагестане же есть аулы, государства, которые подчиняются одному только вдохновению. Есть аулы танцоров, аулы певцов, Кубачи – аул златокузнецов, Гацатель – аул серебряных мастеров, Унцикуль – аул резчиков по дереву, Балхар – аул керамиков, Цавкра – аул канатоходцев. Искусство этих аулов настолько самобытно, чем остальные наши аулы, чьи дети не любят ни в чем отставать от других, уступать в ловкости, силе, отваге, молча решили не соперничать с ними. В горах не в моде подражания. Здесь подражанию предпочитают продолжение. И все это называется третьей основной частью Дагестана, третьим его сокровищем. Самые прекрасные кувшины делают из обычной глины, так же, как прекрасный стих создан из слов простых. Взглянув на круг гончарной глине, советчики умеют помогать. Где ставить ручку на кувшине, не надо мастера учить. Разве это не сокровище Дагестана? Наши танцы государственный. Ансамбль «Лезгинка» побывал во всех уголках мира. И везде принимают ее стоя, как говорится, стоя, с аплодисментами.
за Дагестаном наблюдают 3 мудрых старца. Они прожили многие века, все видели и все знают. Один из них, вникая в древнюю историю, оглядывая старинные кладбища, задумываясь о летящих по небу птицах, говорит: были люди в Дагестане. Второй, глядя на сегодняшний мир, показывая на зажженные в Дагестане огни, называет имена отважных, говорит: есть люди в Дагестане. А третий старец, мысленно обозревая грядущее, оценивая тот фундамент, который мы заложили для будущего, сегодня говорит: будут люди в Дагестане. Не тебе, Дагестан мой былинный, не молиться тебя, не любить. Мне и станицы твоей журавлины, отколовшейся птицею быть. Дагестан, все, что людям не дали, я по чести с тобой разделю. Я свои ордена и медали на вершины твоих приколю. Посвящу тебе звонкие гимны, и стихи превращен, и слова превращены в стих. Только бурку лесов подари мне и вершинку снеговых. Ну, ничего. Так, все, на этом наше мероприятие закончилось. Молодцы. Молодцы, хорошие песни. Интересно, действительно, и танец, и все. Интересно было, оформление хорошее, действительно. Мне очень понравилось. И речь. Детей, да. Детей, действительно, выразительно, громко. Да, молодцы дети. Действительно хорошо было. И сам сценарий тоже все Да, хорошо, все, да, интересно. все охватили, Да, и да. землю Потери. охватили, да, нашу Дагестан, Каспийское море, и основной это человек. То же самое, самое важное, главное для всего, Все постарались. для всей России, да. Все постарались, все молодцы. Вам тоже успеха, как говорится, здоровья Спасибо вам вам, тоже. вашим детям. Надежда Примовна Что тоже посетили. постаралась. Надежда Примовна, Спасибо. речь у вас удивительно хорошая. Да, да, приятно даже слушать. Приятно слушать, действительно, выразительно, такая мягкая, добродушная. Да. Спасибо всем. Вам тоже спасибо. Успехов вам.